вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим трудоустройство местных кадров в промышленность с нашим гостем, руководителем проекта «Навахту14.рф» Петром Чехардуном. Внимание на экран! Якутия является самым богатым на полезные ископаемые российским регионом. Настоящая кладовая сокровищ, таящихся в недрах. Все слышали о якутских алмазах и самоцветах, золоте, нефти, олове и уране. Работа вахтовым методом стала очень популярна в наше время среди молодых людей. Петр Чехардун – руководитель проектного офиса про консолидации Якутии и создатель платформы «Навахту14.рф», благодаря которой более 500 якутян в качестве новых кадров трудоустроились в промышленные компании, действующие на территории Якутии. Главной целью проекта Петр видит в том, чтобы получить конкурентоспособного, крепко стоящего на ногах якутянина с отличным набором компетенций и, как следствие, высоким уровнем зарплаты, работающего в промышленности, живущего на селе в достатке и имеющего возможность обеспечивать свою семью. Идут ли работать на вахту местные жители и считают ли они ее престижной? Друзья, чтобы подробнее разобраться в проблеме трудоустройства местных кадров в промышленность, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты — те, кто считают, что все условия для трудоустройства местных жителей созданы. Сейчас внедряются новые программы и проекты, которые способствуют повышению их квалификации. Не трудоустраивают наши специалисты лишь потому, что у них не хватает квалификации, опыта и так далее. Пессимисты же считают, что причиной того, что условия для трудоустройства якутян в промышленности отсутствуют или плохо развиты. Наши кадры не трудоустраиваются, потому что крупные промышленные компании ориентируются на приезжих вахтовиков из других регионов. Также люди считают, что работа на вахте слишком тяжелая и напряженная, а многие молодые люди считают, что не готовы оставлять свои семьи и дома на такой долгий срок. Друзья, важно учесть то, что каждая из сторон старается перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. Соответственно, оптимисты будут справа. Пессимисты будут слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Директор Фонда содействия развитию Севера Республики Саха-Якутия. Руководитель проекта «Навахту14.рф» Петр Чехардун. Петр, здравствуйте. Привет. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Значит, рос в небольшой деревне, село Каитатинского района. Стандартная жизнь пацана сельского. Но зато я был такой любознательный довольно и активный, и участвовал в олимпиадах. И в свое время был отобран программой Михаила Ефимовича Николаева на обучение за рубежом. В то время такая практика очень была сильная, и нас забирали в Оксфорд, Англию, Америку, Шотландию, и попал в такую группу. Далее была жизнь за рубежом. После этого мы выбирали свои профессии. И я выбрал переводчика японского языка. То есть у меня иллюзия была, что я буду где-то сидеть в небоскребе, переводить и получать очень хорошие деньги. На самом деле, я закончил переводчика, и так было, да, но оказалось, что услуга переводчика, она разовая. То есть, если перевод есть, деньги есть, если нету, то надо как-то жить. Зарплата учителя, преподавателя в университете была 5000 рублей в месяц. Соответственно, у меня не было никакой возможности обеспечить свою молодую семью, и я выбрал для себя радикальное решение, то есть перейти на высокодоходный вектор развития. Это была промышленность, и зарплата у меня увеличилась сразу в 20 раз. После этого была работа в золотодобывающих компаниях в Усть-Майском районе, в Эмиконском районах. Далее была группа компаний «Газпром», потом «Алроса», группа компаний. И я везде анализировал, почему наших так мало в промышленности. Потому что зарплаты хорошие, там стабильное, крутое развитие идет по всей республике, в тайге, в тундре, да. И я всегда анализировал, что нужно сделать, чтобы максимальное количество людей у нас было привлечено. И так родилась моя идея. Спасибо, аплодисменты. Спасибо большое, Блиц-интервью. Соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Так, Давай. Первый вопрос.
Считаете ли вы, что работа на вахте престижна? И почему? Абсолютно да. Во-первых, наша главная задача мужчин это обеспечить свои семьи. Да? И если мы можем получать зарплату вне зависимости от результатов эгеда, вне зависимости от престижа профессии 200-300 тысяч рублей в месяц, а это не фантастика на самом деле, то мы должны этим гордиться. 500 трудоустроенных якутян. Это много или мало? Это мало, это только начало. То есть вот наши системные механизмы позволяют в кратном размере увеличивать долю местных трудовых ресурсов в промышленной отрасли. Вы знаете, в последнее время промышленные компании вышли на такую активную фазу деятельности в республике. Промышленное развитие с нами или без нас оно будет. Поэтому нужно максимально увеличивать и системно готовить наших ребят и мотивировать, чтобы они выбирали профессии, учились качественно, были мотивированы, а потом уже переходили на гарантированно трудоустраивались после выпуска. Чем вызван интерес молодежи в работе в промышленности? Промышленная отрасль, она дает очень хорошую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. При этом, опять же, возможность обеспечивать себя, свою семью и стать таким фундаментом развития компании, где они работают, и республики, где они проживают. Вот и все. Вы бы сами пошли сейчас работать вахтовым методом? Абсолютно. Очень удобно, комфортно. На самом-то деле, вот, когда в городе живешь, жизнь такая достаточно тяжелая. Да, нужно, если особенно арендуешь квартиру, да, надо думать всегда, как заработать деньги. Тем более, сейчас. При этом жизнь в городах она достаточно дорогая. Арендовать квартиру, за электричество, питание, одежда, все, потом такая достаточно дорогая сумма получается. Что касается вахтовой или работы в промышленных объектах, там просто делай свою работу, жизнь у тебя стабильная, поделена на завтрак, обед, ужин, да, и все остальное у тебя обеспечено. Просто работай. Просто качественно работай и качественно развивайся внутри компании. Все условия созданы. Каким вы видите будущее профессии вахтовика? Условно, я разделяю, у нас проект называется «На вахту». На самом деле, это такая достаточно условное название, потому что в промышленных компаниях есть постоянная работа, есть вахтовая форма, но при этом трудоустройство постоянно. То есть человек гарантированно имеет трудовой договор, и когда у него вахта заканчивается, у него не прекращаются трудовые отношения. Просто он выезжает домой отдыхать и приезжает обратно. Вот эта методика для якутян оптимальная. Спасибо, аплодисменты. Сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, но и пообщаться по нашей теме. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что все условия для трудоустройства местных кадров, они созданы. У нас внедряются какие-то новые программы, проекты, практики, которые способствуют повышению квалификации. Они идут местные лишь потому, что у них не хватает компетенций и квалификаций. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что условия для трудоустройства якутян в промышленности отсутствуют или, наоборот, слабо развиты. Наши кадры не трудоустраиваются, потому что крупные промышленные компании ориентируются на приезжих или других вахтовиков. Понял. Также люди считают, что работа на вахте слишком тяжелая и напряженная, а многие молодые люди не готовы оставлять свои семьи и дома на длительный срок. Вот, друзья, сейчас мы уже обращаемся к вам, к нашей аудитории. Друзья, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Я выбрал эту сторону, потому что там то, что вы говорили, не все верно. Например, по зарплате вы говорите 150 тысяч. Если, грубо говоря, он один месяц работает, а второй месяц отдыхает, и мы эту зарплату делим на 2, то получается не 180, а 90 тысяч в месяц. Также с психологической точки зрения, да, человеку очень сложно. Если он полгода работает в вахте, полгода не видит семью, это очень сложно. Потому что я сам работал так и работаю. Я, например, за 13 лет летом ни разу в отпуск не уходил. Это тоже одна из причин. Спасибо. Спасибо, аплодисменты.
Послушаем оптимистов. Здравствуйте. Я сама работала вахтами 2 года, поэтому пошла работать теперь в институт, преподавать. Я хочу как можно больше студентов, чтобы они узнали, что вахтовым методом работать можно, что молодых берут, принимают. Поэтому я на стороне оптимистов. Спасибо, аплодисменты. Пессимисты? Здравствуйте. Мое мнение таково, что выходцев из Якутии не берут в большие компании, потому что у каждой большой компании есть так называемый корпоративный институт, где они готовят своих кадров. Например, «Газпром», их институт — это Томский институт политехнический. Они взращивают там свои кадры, и поэтому они охотнее берут их к себе, нежели наши «Алроса», которая не сотрудничает, например, с нашим Северо-Восточным федеральным университетом. Спасибо, аплодисменты. У меня вот такое мнение. Я сам отработал тоже 2 вахты, то есть 3. Ну, мне все там понравилось. Условия хорошие. Почему бы нет? Спасибо, аплодисменты. Пессимисты? Ну, вахтовый метод работы — это в первую очередь большой риск для здоровья и очень энергозатратно. Спасибо, аплодисменты. Пожалуйста, оптимисты. Пессимисты упомянули о том, что вахтовый метод работы опасен для здоровья, но при вахтовом методе работы в вахтовом городке находятся врачи, то есть все условия безопасности у них абсолютно соблюдаются, и как таковых рисков, ну, все возможные риски, они предусмотрены. Спасибо, аплодисменты. Пессимисты? Я выбрал эту сторону просто потому, что, по моему мнению, это риски, связанные вообще с социальной стороны человека. То есть это ты не видишь свою семью очень долго, ты не уверен, что будет ли это оправдано. И, ну, то есть то время, которое ты потратил ли ты это время с умом и реализовал ли ты свои возможности на максимум. Вот. И как-то так. Спасибо, аплодисменты. Сейчас, друзья, вы можете задавать свои вопросы нашему гостю Петру. Ну и давайте начнем с оптимиста. Правда ли то, что крупные компании берут именно на работу людей, иногородних людей, потому что у них обучение лучше? Это абсолютный стереотип. Другой вопрос – это подготовка, да, и мотивированность, и качество местного кадра. Да. Тут только вот здесь идет. То есть, если, например, человек в конкурентной борьбе побеждает вахтовика из другого региона, то компании с радостью и с удовольствием берут наших земляков. Какие этапы должен пройти выпускник, чтобы трудоустроиться на промышленную компанию? Молодой человек обычно, ну, как бы, после школы идет, ну, допустим, в армию. Да? Это этап жизни. Да. Соответственно, я тоже глубоко убежден, что студент технической специальности, он себя должен, ну, как в армию сходить, но в промышленную компанию. Ну, то есть почувствовать, увидеть своими глазами, в конце концов, что это за рыба, называется промышленная компания, с чем ее кушают, да, и, соответственно, после этого уже должен принять решение. То есть это его или не его, потому что люди разные. Психологические факторы тоже совершенно разные. Если, например, кому-то это абсолютно нормально, там, в течение 2-3 месяцев поработать в тайге на свежем воздухе, да, то для кого-то там это, ну, критично. Поэтому просто поехать нужно, посмотреть, и если ваше, то выбрать, и все. Вопрос со стороны оптимистов. Какие есть риски для здоровья в промышленности? Техника безопасности, да, и безопасность жизнедеятельности в промышленных компаниях поставлена на первую ступень. Вот на первую. А потом уже идут производственные результаты и так далее, и так далее. Если сравнивать там количество несчастных случаев в сельском хозяйстве и в промышленности, там вы удивитесь, но в промышленности будет намного меньше несчастных случаев. Это важно. Очень интересно. Аплодисменты. Пессимисты? Петр, будьте добры, расскажите, пожалуйста, про механизм работы вашего проекта. Это некая платформа с объявлениями, и потом по следующим обучениям по типу нашей биржи труда, или это нечто большее? Наши механизмы какие?
человек не покидает свой дом. Платформа полностью цифровая. Мы единственный, ну, наверное, такой проект, который воспользовался преимуществом пандемии и полностью перешли на цифру. Да, человек подает заявку на сайте navahto14.rf. Если ему требуется горнотехническая там, специальность, мы его обучаем, при этом бесплатно, да, и при этом по запросам промышленной компании. Потому что у нас стоит задача результат, трудоустройство. И поэтому мы обучаем именно по тем специальностям, которые проходят, востребованы, скажем так, да, востребованы. После обучения человек уже, мы его потом координируем, его прохождение медосмотров, прохождение там, службы безопасности. Даже зачастую у нас служба безопасности проходит до обучения, потому что мы должны увидеть гарантированно, что потом человек трудоустроит. После этого координация направления до места работы. После того, как он заехал в промышленную, мы его сразу знакомим со старшим. То есть у нас система наставничества по аналогии земляков, она очень хорошо реализована. То есть каждая группа имеет своих старших, и когда человек новенький, конечно, он не знает. И поэтому все такие бытовые, трудовые вопросы решаются через руководство компании, либо через своих земляков. Послушаем вопрос от оптимистов. У меня вопрос. Поступают ли к вам заявки от девушек? Да, поступает. И на самом-то деле сейчас, в последнее время, если раньше в промышленных компаниях, в основном мужики там работали, да, такие брутальные, то сейчас технологии меняются. И чтобы нажимать 10 кнопок, допустим, да, не требуется грубой мужской силы, скажем так. Поэтому зачастую бывает и желающие трудоустроиться, там, поварами могут быть, да, или, там, например, химиками-лаборантами. Очень большая потребность. Да? Поэтому другое дело, те специальности, которые выбирает женщина. Если оно подходит и по запросам компании, то мы, конечно же, с радостью направляем. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому внимание на экран. Как вы считаете, идут ли местные кадры работать на вахту, или же все места занимают приезжие? Наверное, чтобы местные работали, конечно. Как вы считаете, вы или ваше окружение пошли бы на вахту работать? На вахту? Которые здесь давно живут, вряд ли, наверное, на вахту пошли. У них уже свое дело, свое занятие. Скорее всего, приезжие, да, на вахту. Конечно, пошли бы, если места были бы. Места все-таки занимают приезжие, да, на ваш взгляд? Вроде, да. Что на это влияет? Это больше наши не хотят или компании не берут? Я думаю, компании не берут, а наши уже привыкли к такому. Почему они так поступают, как вы считаете? Приезжим, да. Я думаю, деньги важны, чем это. Не важны, а они там зарабатывают, но меньше, а нашим, как сказать, все больше хотят, можно сказать. Да. Как вы считаете, местные кадры идут работать на вахту или все места занимают приезжие? Да нет, местных кадров много на вахте. Много? Да. Да, пошли бы. Почему нет? А идут ли или все-таки мешает, что компании делают ориентир на приезжих? Мне кажется, 50 на 50. Почему так? Не знаю даже. Это местные не хотят, да, скорее всего? Мне кажется, местные, у них работы хватает. Не работают только те, кто там, не знаю, ленится или еще что-нибудь. Как вы считаете, является ли сейчас работа на вахте престижной и высокооплачиваемой? Скорее всего, второе. Но о престиже речи не идет, да? Да нет, наверное. Но это мое мнение такое. Думаю, да. Вы пошли бы работать? Нет, у меня семья тут. Далеко ехать тоже, особенно когда у вас есть девушка. Нафиг надо. Считаете ли работу на вахте престижной и высокооплачиваемой? Конечно, высокооплачиваемая. А если говорить о престиже? Если там специальность, там, бульдозерист и так далее, то, конечно, можно квалификация, можно опыта набираться, я думаю. А как вы считаете, является ли работа на вахте престижной и высокооплачиваемой? Высокооплачиваемой, да. Соответственно, и престиж. А вы бы сами пошли работать на вахту? Да, поехал бы. Если бы без работы сидел,
Почему нет? Ну, высокооплачиваемое точно, а насчет престижа не скажу. Друзья, мы с вами просмотрели опрос. Соответственно, мы видим то, что у нашего населения есть самые разные мнения. Все же большинство склоняется к тому, что действительно эта работа вахтовым методом, она высокооплачиваемая, но престижная ли, это остается вопросом. Очень интересно послушать ваше мнение. Давайте начнем с оптимистов. Я думаю, что работа именно в промышленности, в горной местности или там где-то еще, она имеет престиж, и, во-первых, она имеет перспективу. То есть, например, вот вы скажете, да, вот продавец там мороженого или что-нибудь еще, да, это будет всегда. То есть так же, как и промышленность. Промышленность никогда не уйдет. Да, возможно, на именно местонахождение вот меняется постоянно, потому что заканчиваются запасы. В целом это перспективная работа, и как и все вот считают, то, что высокооплачиваемая. Мне кажется, да, она реально высокооплачиваемая, потому что там, вот как вы говорили, все риски о здоровье и так далее, да. Как вот Петр упомянул, и, да, вот идет именно наклон на здоровье в основном. И условия, мне кажется, вообще просто идеальные, нежели, ну, по рассказам раньше, вот, где там работал и так далее. Тоже думаю, то, что стоит все-таки уклоняться в престиж именно этой работы. Понятно. Спасибо. Аплодисменты. Пессимисты, считаете ли вы эту профессию престижной? Да, безусловно, я считаю эту профессию престижной, потому что 90% работников – это работники инженера, а инженерные профессии, я думаю, всегда будут в почете. Послушаем оптимистов. Да, безусловно, это престижно, потому что вы собираетесь со старыми друзьями, например, разговариваете о том, кто кем работает, и тут все резко узнают, что ты работаешь вахтовым методом, что ты там наравне с другими мужчинами обсуждаешь какие-то вопросы, проблемы. Я говорю про компанию девушек, естественно, да. Вы с мужчинами обсуждаете серьезные проблемы, и вы наравне с ними спорите и доказываете свою точку зрения, но это вызывает уважение у других подружек. А как вы считаете, почему бытует миф, то, что все-таки это не престижно? Почему вот у нас даже те, кто участвовали в опросе, они склонились к тому, что это не имеет престижа как такового? Скорее всего, мне кажется, это связано с тем, что люди знают только о наличии рабочих специальностей, то есть видят какие-то картинки, где человек сидит, работает на карьере. Да, эта работа нечистая, но почему-то они забывают о том, что есть и инженерные специальности. Главные инженера, мастера участков, мастера смен – это люди, у которых есть профильное образование, большой опыт работы. И, конечно, мне кажется, просто недостаточно информации у них. Вот и все. Хорошо, аплодисменты. Петр. Да. Можно тоже сделать свой комментарий по этому вопросу. Вот смотрите, недостаток информации. Я абсолютно согласен, да. Возьмем 100 сельских ребят. Из них 1-2 IT-таланта, 20-30 это медики, врачи, экономисты, финансисты, да, которые там предполагают обучение в ВУЗе. А превалирующее большинство это ребята, выросшие на мотоцикле, на тракторе, да, с золотыми руками, технически одаренные ребята со средним или низким результатом ЕГЭ. Вот это наш сегмент, да, то есть у них, например, возникает комплекс второго сорта, когда говорят, если я не иду на ВУЗ, то, соответственно, можно махнуть на себя, остаться в селе, начать злоупотреблять алкоголем, возможно, там совершить преступление на фоне этого и там быть направленным в тюрьму, да? А мы говорим нет, мы говорим есть другой сценарий, когда вы, обучаясь агротехническим специальностям, даже курсам, даже бульдозеристам, вы можете получать хорошую зарплату. 280-320 тысяч зарплаты – это не фантастика на самом-то деле. И я вот сейчас хочу обратиться к человеку, который говорил, если усредняется во время межвахта, да, на самом-то деле как делают? Вахту отработали, вернулись к себе в село и продолжают работать там ЖКХ или там сварщиком или водителем, да, и, соответственно, увеличивают гораздо свою зарплату. То есть сейчас вот
должно идти именно вот информационная работа, системная, чтобы ребята в селах понимали, какая и у них возможность есть. Хорошо, спасибо. Так, мнение со стороны пессимистов. Престиж профессии. Ну, про престиж я могу сказать только лишь то, что, допустим, вот встретились с друзьями, да, вот как уже говорили. Говоришь, я работаю вахтой. Сразу идет вопрос, а у тебя проблемы с деньгами или с тобой что-то не так? Допустим, вот. Ну, это так, к слову просто. А сам я считаю то, что, да, есть доля престижа в этой профессии, но все же это зависит от самой личности. То есть у каждого, вот как уже сказали, есть свои предрасположенности, да? И если у тебя к этому есть интерес и к этому есть уже, как уже сказал, предрасположенность, то это твое, да? Вот. Ну все. А как вы считаете, почему вообще распространен такой миф о том, что это не престижно? Так, ну насчет этого, я думаю, то, что это все-таки с историей больше связано, то, что были очень такие моменты, то, что ссылали на грязную, так скажем, работу, да, и у людей, может быть, со временем появился стереотип, то, что промышленная работа – это работа, которая не по хотению, то есть людей заставляют туда идти и делать грязную работу, так скажем, да. Сейчас уже такого нет, такой практики уже нет, и для молодежи уже весь простор, он открыт, так скажем. Вот. И, ну, я думаю, что это только исторический такой стереотип у населения. Хорошо, аплодисменты. Я вот хочу сказать про престиж, да. Значит, смотрите, практически 100% технического руководства промышленных компаний, главные инженера, генеральные директора, да, они начинают с горнорабочих профессий. Всегда. И там нету кумовства. То есть, если ты показываешь хорошие результаты как профессионал, то у тебя очень большие шансы потом идти по карьерной лестнице. Да? Вот Шамаев Виктор, 28 лет главным инженером Алмаза Набароста. Начинал грохотовщиком. Да? Павел Ксенофонтов, помощником бурильщика начинал. Нюргун Захаров. Вот эти наши все главные инженера, там Мирнинский ГОК, главный инженер Сахатран-Нефтегаз, Алпум, Александр Гоголев, да, главный инженер Сахатран-Нефтегаз. Соответственно, они все начинали с горнорабочих профессий. Вот это нужно понимать, что у всех есть возможность, если сделать привычкой ежедневное развитие внутри компании. Петр, сегодня здесь прозвучало очень много мнений, аргументов, и хотелось бы узнать, с какой из сторон вы наиболее согласны? Ну, абсолютно согласен с оптимистами, потому что я сам по жизни оптимист, да, потому что, ну, сейчас условия создаются. Всегда человечество прогрессирует, да, и наша республика идет на прогресс. Соответственно, раньше было плохо, сейчас лучше, да, завтра будет еще лучше. Соответственно, ну, не надо просто сидеть на печке и там критиковать все и вся, просто надо взять, расставить приоритеты и делать. И тогда каждый, если в своем селе, у себя в семье будет развиваться, соответственно, прорыв неминуем. Вот это надо уже принять уже, наконец-то, да, а не критиковать все. Поэтому я абсолютно согласен с оптимистами, что сейчас условия создаются, и они дальше будут развиваться. Петр, какой совет вы дадите участникам нашей сегодняшней аудитории? Нужно пробовать, потому что сейчас у вас время пробовать. У вас есть время пробовать. Потом, по истечении 5 лет, 10-15 лет, у вас не будет возможности пробовать. Чем больше вы пробуете, чем больше вы осознаете, твое или не твое. Правильно? Потом вы будете жалеть 100%, если вы сейчас не попробуете. Вот что я хочу сказать. Здорово. Аплодисменты. Итак, друзья, сейчас наступил момент истины, когда вы можете поменять свою группу. То есть пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, может перейти на их сторону. И наоборот. Поэтому, друзья, определяемся. Ну и давайте на счет 3 переходим. 1, 2, 3.
буквально у пары ребят спросим, почему вы все-таки решили перейти, чем обусловлен ваш переход? Ну, все зависит от самого человека, потому что вне зависимости от условий и труда мы всегда должны стремиться к своей мечте, к своим целям, и мы должны быть замотивированы каждый день. Поэтому неважно, плохая работа или хорошая, но вахтовый метод работы — это на данный момент один из, как бы сказать, вышеоплачиваемых методов работы на данный момент именно в нашей стране. Поэтому я за оптимистов. Петр прекрасно сказал, что надо пробовать. И вот целых, чтобы пробовать, изучив вот заранее информацию, вот где работать, с кем работать и насколько это будет длиться, то я бы поработал, например. Это хорошо. И в целом про промышленность я подумал, что в целом условия по факту есть, кажется. Я в этом убедился. Тем более до программы я не очень хорошо знал эту тематику. Сейчас вот произучил и подумал, что стоит перейти на сторону оптимистов. Я так думаю. Хорошо, спасибо. Аплодисменты. Спросим у наших пессимистов, почему они остались при своем мнении. Давайте, молодой человек. Для меня, например, да, мнение лучше большинства знать, и после этого решать. Спасибо, аплодисменты. Ну и давайте еще мнение. Так, ну вот в какой-то мере надо быть реалистами, да, вот мечтать, то, что и стремиться к лучшему, да, это плюс, конечно же, это огромный плюс, и это то, к чему надо стремиться. Но сегодняшние реалии очень такие сложные, так скажем, и не всегда молодому специалисту удается найти то место, которое отвечает всем его требованиям. Сложно сейчас объективно говорить про вообще все население, но мы, вот те, которые сидят, думаю, тоже оцениваем то, что оптимистами быть хорошо, но реальность, увы, такова. Да. Хорошо, аплодисменты. Хочу тоже чуть-чуть что-то добавить хотите? Откомментировать, да, значит, про время, да, то есть вот нужно время, чтобы там, потому что вот есть якутская пословица и менталитет якутян, она такой: 7 раз отмерь, да, долго жди, думай, анализируй, а потом двигайся. Вот это верно, потому что у нас вот условия такие климатические. Мы дошли до критической массы, когда убедились, что все хорошо. Соответственно, наша задача сейчас убедить, и чтобы местное население именно само проснулось в первую очередь, да, чтобы они тут трудоустроились, чтобы они сначала там привлекались массово в промышленную отрасль. Вот такая вот задача. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Итак, Петр, сейчас вы можете назвать имя, выбрать лучшего участника, чьи аргументы оказались для вас убедительнее всего сегодня. Ну, несомненно, ребята очень все активные, да, по сравнению с нами тогда, в их возрасте. Поэтому, на самом деле, очень хороший прогресс сейчас идет, и качественный тоже идет, очень хороший, да. И всех слушал, все очень классные, аргументированные замечания, комментарии дают. Девушка в черном, да, она очень классные и сжатые и аргументированные комментарии дала. Поэтому я выбираю вас. Девушка, пожалуйста, мы вас просим подняться сюда. Здесь небольшой презент. Значит, я и наша команда абсолютно практичная и эффективная, да, по своей деятельности. И сегодня мы такой тоже подарок очень практичный, очень эффективный и очень нужный подготовили. Это термос, абсолютно 100%, я убежден, что вы будете им пользоваться, да. Пусть сохраняет тепло, да, и даже дарит вам тепло в наши холодные климатические условия с логотипом нашего проекта на вахту 14. Аплодисменты. Девушка, пожалуйста, представьтесь, немного расскажите о себе. Меня зовут Нарьяна, я сотрудник геологоразведочного факультета кафедры недропользования. Я хочу сказать спасибо, что пригласили. Было очень интересно слушать и пессимистов, и оптимистов. И вам спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты. А сейчас, друзья, мы всех приглашаем подняться сюда для того, чтобы еще немного пообщаться, сфотографироваться. Ну и поэтому, пожалуйста, поднимайтесь. С вами была программа «Я молодой».
С вами были ее ведущие Елена Гагарина. И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Я считаю, что такой формат обязателен и он очень нужен сейчас, потому что наша первостепенная задача – это разбить тот информационный вакуум. И именно такой формат общения и обсуждения выводит нас на результат именно проработки всего населения Якутии. Поэтому нужно на системной основе информировать население о преимуществах промышленного развития, о преимуществах выбора промышленных специальностей и о реализации вот той национальной идеи, которая сейчас идет, которая потом дает мультипликативный эффект и оставляет деньги, зарплаты в семьях республики. Это очень нужный формат. Спасибо.